Здесь затрагивали проблему, связанную с тем, почему вообще, в принципе, такое принятие решения стало возможным. Ну, мне кажется, что мы там несколько замалчиваем эту проблему, которая имеет место, поскольку никто из нас такой полной информации еще не имеет, и поэтому рано делать какие-то выводы. Но что я хотел этот момент немножко обозначить. По крайней мере, ситуация сложившаяся преподносится так, что есть две стороны. Российская и абхазская. Два субъекта экономической деятельности, которые на территории Абхазии занимаются продуманными отношениями, экономические отношения, которые складываются у нас. Значит, и это, казалось бы, если такой чувствительный момент, связанный с монополизацией, вносится в рынок конкурента, то обычно как это делается? Если это монолитная среда, ну, единая, допустим, да, вот, неразделенная, делается какой-то оброс информации через массу, через медиа, телевидение, газеты, смотрит, как реагируют люди, как реагируют те органы, которые принимают решения, и исходя из этого, значит, они уже корректируют свои действия. Иногда это не проходит, приостанавливается, если реакция недолжная, допустим, да, и толируется, и дальше продвигается. В данном случае этого не было. Для нас, я извиняюсь, здравствуйте, я Башиктотия, сразу ставит нас перед фактом. О чем это говорит? Это говорит о том, что та сторона, ну так же, как это российская, наши отношения неизвестны, мы не всегда были за то, чтобы в одном пространстве жили, мы всегда защищали и свои интересы, и интересы России. Долгие 30 лет тому назад была большая война, столько жертв и людских, и материальных. Мы доказали, что сможем защищать и свои интересы, и их интересы. Поэтому с их стороны на государственном уровне таких телодвижений вроде бы не должно было быть. Но тем не менее произошли. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, которые предпринимают эти действия, не считают Абхазию единой, понимаете? Значит, тут не одно целое, а 2 целых и 3 целых получается. Значит, какая-то часть может приемлить те решения, которые продвигаются. Вот в этом плане есть моменты, на которые очень сильно беспокоят. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Так что не надо преподносить именно так, что Россия монополизирует рынок, только это она, не только она. Какие-то силы в Абхазии тоже могут быть не только заинтересованы, но мы-то люди, которые исполняют какие-то, допустим, решения, и люди, которые принимают решения в Абхазии, никто не должен быть заинтересован в том, что такая ситуация у нас развивалась. Но тем не менее это происходит. Значит, самым первым людьми должны быть те, кто принимает решения. Они должны, допустим, в своих там, в конце, наверное, какая-то резолюция или какое-то постановление, какая-то бумага будет, которая будет указать, что самое первое движение для развития этой ситуации должны предпринять власти. Люди, которые принимают решения. Вот, просто я хотел это отметить. Такой аспект есть, и мы должны иметь в виду, что Абхазия сейчас в данном случае, если куда-то надо будет двинуться, мы все едины, но здесь уже какие-то интересы разделяются, и поэтому я не склонен к тому, что кого-то обвинять. Но такой момент может иметь место. Это я хочу подчеркнуть.